Пригородный район, правый берег Владикавказа остается не у ингушей. Взамен этих земель в ЧСР передаются Наурский и Шелковской районы. Эти два района, они были отторгнуты от Ставропольского края и присоединены к ЧСР как бы взамен пригородного района и правого берега Владикавказа. В исторических документах нету такой формулировки, чтобы... Взамен, да, нет. Да, что она взамен. Наурский и Шелковской районы. Газета «Сердала» номер 102 СТР-2. Была ли компенсация за пригородный район Бимбулат-Богатырев? 5 сентября 1992 года. Утверждение о том, что ингушам за пригородный район и часть Малгобекской района, без их согласия оставленных в Северной Осетии в 1957 году, дали Наурский, Каргалинский и Шелковской район, такая же правда, как то, что из 12 апостолов Иисуса Христа 11 скифы, а святая Мария Осетинка по национальности и что Рейкьявик, Мадрид, Лиссабон и Лондон основаны осетинами. Ингуши не жили никогда в этих районах, не живут они там и сейчас. Там живут казаки, чеченцы и нагайцы. Ближайший от Ингушетии Наурский район находится от нее через полосно на расстоянии 60 километров. Так что ингушам взамен их аннексированной родины никто ничего не давал. И это хорошо знают те, кто распускает такие слухи. Посмотрите на этого подкастера Правдаруба. Представитель древнейшей профессии. Только вместо старого ремесла у него теперь микрофон и наушники. Старается протолкнуть в уши своих доверчивых слушателей такую сказочку. Мол, районы в обмен на пригородные чеченцам отдали. Но гость постарше сидит, слушает и понимает, что это брехня, чистейший фейк. Ведь стоит только поднять вопрос о районах. Придется говорить о Магасе и, главное, о том, на каких условиях построилась столица Ингушетии. А условия были просты: вопрос с пригородным закрыть, а взамен разрешаем строительство Магаса.